Случаи подделки печатей и подписей в медкнижках участились в Якутии. По сообщению пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону, проверки в республике выявили 34 факта. Отмечается, что с 2019 по 2020 годы в Якутии возбуждено 13 уголовных дел по признакам изготовления и сбыта поддельных документов. Пресс-служба сообщила, что при выявлении фальсифицированной медкнижки, определить которую можно по признакам подделки штампов, голографических знаков, подписи сотрудника, ответственного за внесение результатов аттестации в личную медицинскую книжку, ответственность несет как конкретный сотрудник, так и работодатель. По данным Управления Роспотребнадзора, в Якутии установлена подделка печатей и подписей в отметках о получении работниками объектов торговли прививок против дизентерии, гепатита А, кори. Кроме того, нарушения обнаружили в клинике Северо-Восточного федерального университета. Печати клиники СВФУ на санитарные книжки недействительны, ввиду того, что в марте 2020 года в связи с изменением юридического названия организации все печати были изменены. Мошенники сайта объявлений обманули двух жителей Якутска почти на 500 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Два жителя столицы республики потеряли в общей сумме 485 тысяч рублей при купле и продаже вещей на сайтах объявлений. 41-летний горожанин рассказал полицейским, что нашел на сайте Авито объявление о продаже снегохода в Ульяновской области за 480 тысяч рублей. Он связался с продавцом по указанному номеру телефона и договорился о сделке. Мужчина перевел 100% предоплаты за покупку и заказал курьера, чтобы забрать технику. Однако курьер не обнаружил по адресу ни продавца, ни снегохода. Телефонный номер был недоступен, а объявление удалено. Также 35-летний мужчина рассказал, что в начале декабря на сайте Юла разместил объявление о продаже картины. Вскоре нашелся покупатель. Обговорив детали покупки, он получил от псевдопокупателя ссылку на якобы получение денег за товар и оформление доставки в Нерюнгри. Мужчина перешел по ссылке и ввел в специальную форму данные своей карты, после чего с его карты были похищены 5000 рублей. Более того, мошенники попытались 2 раза списать деньги, но потерпевший заблокировал карту. Якутянин нашел и обменял поддельные доллары в Якутске. По информации прокуратуры региона, в июле 44-летний мужчина возле одного из торговых центров города нашел 3 фальшивые банкноты номиналом по $100 каждая. Он попросил свою знакомую обменять одну купюру на российские рубли в отделении банка. После удачного обмена на следующий день мужчина также отправил свою знакомую в банк для обмена еще одной купюры. Однако сотрудник банка распознал подделку и изъял. Злоумышленника задержали, а 3-ю банкноту конфисковали. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Более 300 жителей Якутии незаконно получали пособия для безработных. Об этом сообщает прокуратура республики. Свыше 300 якутян незаконно стоят на учете в статусе безработных и получают пособия. Это было установлено после проверки Центра занятости населения Якутии, проведенной прокуратурой. Ущерб, нанесенный федеральному бюджету, составил около 20 миллионов рублей. Сообщается, что в целях обеспечения законности прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе внесены представления. По фактам мошенничества при получении пособий материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Мошенничество при получении пособий». Также подготовили иски в суд о взыскании с лиц, получивших пособие обманным путем причиненного ущерба. Следователи возбудили уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми в Красноярске. По предварительной версии следствия, в августе 2019 года 32, 27 и 34-летние гражданки Республики Казахстан за 1 миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая, которые являются биологическими отцами детей. И в апреле этого года в одной из больниц Красноярска родили 2 мальчиков и девочку, которых оставили на попечении няни, а сами уехали в Казахстан. В настоящее время дети помещены в специализированный дом ребенка. Устанавливается местонахождение женщин и биологических отцов младенцев с целью их допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования. Допрашиваются сотрудники медицинских учреждений, осуществлявших оказание женщинам акушерской помощи. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. В Башкортостане сгорел дом престарелых. В пожаре погибли 11 пожилых постояльцев. Руководителю сгоревшего дома престарелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, обвиняемая с начала 2018 по декабрь 2020 года организовала дом престарелых и оказывала социальные услуги, не отвечающие требованиям безопасности по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. В Следственном комитете России отмечают, что при этом обвиняемая осознавала, что используемый ею частный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к организациям социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов, о чем она была предупреждена сотрудниками МЧС в ходе обследования помещения.
Однако, несмотря на это, она продолжила его использование без устранения выявленных нарушений. В доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, а также имелись нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов. Вышеуказанные нарушения привели к тому, что 15 декабря в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев.